О самых заметных событиях четверга, 17 марта, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Экономика Якутии получит 10,5 миллиардов рублей дополнительной поддержки. Удастся ли сдержать рост цен на лекарства? Новые авиаотделения, диспетчерские службы и сезонные филиалы создадут в Якутии. Госпожарная служба проводит конференцию. В Мирном возводят фундамент аэровокзального комплекса. Расскажем, как продвигаются работы. От руды до золота. С процессом золотодобычи детально ознакомились студенты третьего курса Алданского политехникума. Этот год в Нерюнгринском районе, как и во всей Якутии, объявлен Годом матери. В планах более 100 мероприятий и акций. А начнем с новости, которая пришла к нам буквально только что. В мае начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет в семьях с низкими доходами. Эти выплаты будут начисляться за период с 1 апреля. В мае начнем выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля. Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан. И помощь от государства приходила быстрее. Особенно, если родители потеряли работу или возникли какие-то другие трудности. Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все соцвыплаты, заявил Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России. Кроме того, президент поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере. Прошу правительства рассчитать точные параметры такого повышения. И подчеркну, даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня. А экономика Якутии получит 10,5 миллиардов рублей дополнительной поддержки. Из них 2,5 миллиарда – это сокращение налогов для малого бизнеса, 2 миллиарда для опережающего завоза, свыше 5 миллиардов на поддержку сельского хозяйства, институтов развития, льготные кредиты предпринимателям, поддержка IT-отрасли, промышленности, авиации. На ближайшей сессии Илтумен все эти решения будут рассмотрены. Об этом сообщил Эсэн Николаев на брифинге по вопросам соцподдержки. Также глава Якутии отметил, что в регионе сформирован достаточный объем товаров первой необходимости. Более раннему увеличению заработной платы ряда работников бюджетной сферы, так называемых неуказных статей, если мы планировали провести плановое повышение в октябре месяце, то мною дано поручение уже с апреля это повышение производить. Если говорить более конкретно, то на сегодняшний день объем дополнительных, скажем так, решений оценивается нами порядка в 10,5 миллиардов рублей. Это 2,5 миллиарда рублей сокращения налогового бремени на малый бизнес. Это решение мною принципиально уже принято, и соответствующий законопроект сейчас будет внесен в Госсобрание Илтумен на ближайшую сессию. 2 миллиарда рублей у нас решение принято за счет передвижки уже внутри статей, то есть для опережающего завоза той же муки, для того, чтобы мы были обеспечены не на 3-4 месяца, как у нас обычно это происходит, а практически до конца уже года. Между тем, уже сформирован объем запасов лекарств. И главная задача правительства – оперативно решить вопросы, связанные с логистикой, чтобы жизненно необходимые препараты поставлялись в республику бесперебойно. Эту мысль озвучил глава региона Эсэн Николаев. Кроме того, в столичных муниципальных аптеках в ближайшее время не планируется повышение цен. Подробности у нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Да я не знаю, не чувствую. Не чувствуете вы, да? Вроде бы все нормально. Ну, я не знаю, сейчас вроде не заметила. Даже не знаю я.
Броди нет, я броди нет, ага. Как показал опрос, многие жители столицы пока не ощущают повышения цены на лекарства. Чтобы избежать возможного ажиотажа, затариваются лекарствами на несколько месяцев вперед и стараются сдержать цены до последнего. Вместе с тем правила диктуют федеральные поставщики. И следующий завоз уже прибудет в регион с новыми ценами. То, что сейчас видится у поставщиков, да, есть, получается, небольшое, ну, как скажем так, умеренное увеличение цены у поставщиков, как, соответственно, как следствие будет увеличение розничной цены. Потому что наценка остается одна и та же, просто увеличивается сумма, то есть стоимость закупки. При этом из-за искусственного ажиотажа, который создают сами же горожане, из прилавков пропали некоторые жизненно важные препараты. К примеру, L-тироксин и Эутирокс, которые назначают для лечения заболевания щитовидной железы. Сколько, допустим, насколько впрок берут? Очень много берут или как? Ну, от человека зависит. Иногда покупают там прям впрок. Ты даже не можешь понять, на сколько года он берет. Но все равно мы стараемся контролировать это, чтобы не было такого дефицита. На отсутствие тех или иных препаратов в аптеках жалуются и в Ленске. Мы еще за февраль не получили, уже мать кончается, а мы диабетчики. И до сих пор лекарства нету. Несмотря на то, что пенсия все-таки, знаете, ограничивает, взять немножко с запасом. Кто его знает, что будет. Будет ли приостановлен завоз иностранных препаратов в Россию, специалисты аптечного дела прогнозировать не могут. Тем не менее, при любом раскладе существуют российские аналоги препаратов, которыми аптеки уже обеспечены. А в плане замены, то я думаю, что российское производство фармкомпаний, то есть, сможет спокойно заменить все необходимые лекарства, то есть нашими. Что касается тех препаратов, которые не входят в группу жизненно важных, это порядка 17 тысяч лекарств, по ним в Росздравнадзоре прогнозируют увеличение цены. В основном это касается препаратов иностранного производства, цены на которые напрямую зависят от курса доллара. По ним Росздравнадзор отмечает незначительный рост. Мы отмечаем, что вот за вторую неделю марта повышение цен было около 2-3%, в зависимости от ценовой категории лекарственных препаратов. Если брать более такой широкий период, допустим, с декабря прошлого года, когда относительно спокойно было, то в сравнении с мартом у нас есть рост по разным группам препаратов до 4-6%. То есть мы пока такого катастрофического роста цен не наблюдаем. В Росздравнадзоре также отметили, что крупные зарубежные фармкомпании не поддерживают политику санкций в отношении России. И это, по словам главы регионального ведомства, весьма обнадеживает. Ульяна Шагина, Лидия Гасанбалаева, Илья Сыромятников, Якутск. Идем далее. В аптеках Нерюнгри стоимость отечественных лекарств также не изменилась. Повышение коснулось лишь импортных медикаментов. Так, поставщики временно приостановили отгрузку в Россию, но сейчас поставки возобновились по новым ценам. Стоит отметить, что предельные торговые надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарства не изменились. Стоимость может измениться только в случае увеличения отпускной цены от производителя. Рост розничных цен на лекарственные средства и товары аптечного ассортимента на сегодняшний день составляет 10-20%, приблизительно 10-20%. Повышение стоимости связано с ростом отпускных цен поставщиков лекарственных средств. Поставщики аргументируют этот факт ростом курса доллара и евро. Наша аптечная сеть не производила никаких дополнительных наценок на лекарственные средства. Якутопторг обеспечивает продовольственную безопасность отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. С 2019 года в поселке Нижний Бестях работает перевалочная база для переправки продуктов автозимникам в арктические районы. Идет отгрузка продовольственных товаров. В планах до конца года доставить 5500 тонн грузов. В некоторых филиалах компании наблюдают повышенный спрос на продукты питания. Люди начинают мешками скупать сахар, муку и крупы. У нас достаточно большое количество сахара находится в пути, вагоны идут, и вот эта вот истерия, которая происходит по сахару, она как бы, я не знаю, в чем причина, люди так ожесточенно покупают этот сахар. Я надеюсь, что буквально вот в ближайшее время у нас поступит достаточное количество объемов сахара, которое снимет остроту этого вопроса. По основным направлениям социально значимых продуктов питания дефицита продукции не будет, я думаю. Между тем, всего 58 административных дел возбудили в республике за необоснованное повышение цен на продукты.
По горячей линии поступили более 440 звонков по повышению цен, 174 жалобы приняты, возбуждено 58 административных дел. Предприятия, необоснованно завышающие цены, будут оштрафованы. При этом они могут быть оштрафованы и повторно, если поступят новые жалобы, сообщила руководитель Госкомцен Антонина Винокурова. Она отметила, что если ранее ведомство могло самостоятельно возбуждать дела, то с 10 марта в связи с объявлением моратория на проверки предприятий все материалы по жалобам передают в прокуратуру. К другим темам учителей и врачей могут включить в программу «Дальневосточная ипотека» с апреля. Более 37 тысяч молодых дальневосточных семей уже приобрели собственные квартиры или построили дома, получив от банков порядка 150 миллиардов рублей по льготной ставке. Утвержденные ставки сохранятся для всех ранее выданных кредитов по программе. Отмечается, что на сегодняшний день в целом по Дальнему Востоку количество поданных заявок на получение дальневосточной ипотеки составляет порядка 145 тысяч. В Якутии молодые семьи получили более 7,5 тысяч кредитов на сумму свыше 32 миллиардов рублей. Новые авиаотделения, диспетчерские службы и сезонные филиалы создадут в Якутии. Продолжается подготовка к пожароопасному сезону. Минэкологии готовит личный состав лесопожарных формирований и укрепляет материально-техническую базу. Организацию мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров ведут согласно установленным государственным заданиям. Утверждено 86 наземных маршрутов протяженностью более 4,5 километров и 31 авиамаршрут. Это около 13 тысяч километров. Кроме того, уточняют количество диспетчерских пунктов лесничеств. Также началась практическая конференция на тему обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах арктической зоны. Ее цель – определить основные направления развития государственной противопожарной службы республики, разработать рекомендации для повышения эффективности деятельности пожарных подразделений. На конференции обсуждают еще несколько вопросов, в том числе организацию тушения пожаров в населенных пунктах в условиях высокой степени разобщенности территорий и неблагоприятных климатических условиях. Из года в год мы наблюдаем по некоторым районам повышение статистики погибели людей, в том числе и детской гибели. И в связи с этим мы сегодня собрали весь личный состав и совместно с главным управлением МЧС Республики Саха-Якутия мы сегодня проводим данную конференцию. Наградили и наиболее отличившихся работников противопожарной службы республики. На сегодняшний день ведомство включает 153 пожарных части, в которых трудятся 2116 сотрудников. Пожарные части обеспечивают безопасность почти 230 населенных пунктов. Также на конференции широко обсуждают меры профилактики пожаров в жилых домах с учетом низкого предела огнестойкости зданий. На такой большой конференции я первый раз. Я жду от конференции обмена опытом между инструкторами, между отрядами по республике, потому что у всех она построена по-разному, но суть профилактических занятий – это обучение и инструктаж населения. Ну, хотелось бы, конечно, услышать, как работают инструктора, как идет осуществление профилактики в других населенных пунктах. Это очень важно, и это, я думаю, принесет свои плоды. В Мирном возводят фундамент аэровокзального комплекса. Свайное поле подготовили в прошлом году. Строители готовят верхнюю часть свайного фундамента. Она разделена на 6 условных плит. Сейчас укладывают бетон на 3-й. Специалисты Треста «Алмаз-Техмонтаж» и Управления капитального строительства сделали половину работы. Заливка одной плиты занимает примерно 3 дня. В зимнее время для укладки бетона используется электропрогрев, чтобы материал затвердел. В процессе армирования идет еще укладка прогревочных электродов. Бетон, он когда включаем электропрогрев, греется, поднимается температура. Обычно греем до 70 градусов. На 7-е сутки бетон набирает 70% проектной прочности. Вот. А при естественном твердении, то бишь летом, бетон проектную прочность набирает через 28 суток.
В мае подрядчики завершат бетонирование. Далее генеральный подрядчик «Нефтегазстрой» начнет возводить каркас здания аэровокзала. На объект завезли металлоконструкции. Подрядчики на месте начнут их сборку и монтаж. Готовят фундаменты под здание административно-производственных сооружений служебно-технической территории. Работы идут в соответствии с графиком. От руды до золота. С процессом золотодобычи и с применениями в нем технологиями детально ознакомились третьекурсники Алданского политехникума. Будущие горные электромеханики побывали на экскурсии на одном из участков компании «Селигдар». В тонкости профессии вникла и наш корреспондент Татьяна Вахнина. Производство, при котором удается добыть 1 грамм золота из тонны руды, является прибыльным. Об этом третьекурсникам Алданского политехникума рассказали специалисты компании «Селигдар». С применяемыми в золотодобыче технологиями будущие горные электромеханики ознакомились в ходе экскурсии на участок Рябиновый. Конечно, наша цель, чтобы у студентов была дуальная модель обучения. Это значит, все, что они изучали на теории, они должны на практике все это видеть. Да? Сегодня они, видя все это на практике, конечно, я думаю, что с завтрашнего дня они хорошо напишут и курсовые, и на занятиях они будут все знать, потому что здесь они наяву все видели. Экскурсия по горнодобывающему комплексу началась с посещения трансформаторной подстанции. По утверждению работников, она является сердцем участка, поскольку производственный процесс осуществляется благодаря электроэнергии. Также студенты побывали на дробильно-сортировочной установке. На конвейерном комплексе, состоящем из 3 дробилок, идет подготовка руды к промышленному использованию. В ремонтном цехе ребята увидели, как создаются конвейерные линии. Детали установок и агрегатов для производства выпускаются здесь же. В цехе будущие горняки получили представление о большегрузном транспорте, который сегодня используется в промышленности. Посмотрели, спросили по теории у преподавателя, спросили на практике, сообразили, положили что-то в голову. Экскурсия была изумительна. Объемная, классная. Специалисты рассказали все очень подробно. В рамках экскурсии студенты побывали на золотоизвлекательной фабрике Рябинового. В добывающей отрасли Якутии мельничный комплекс с такими характеристиками является уникальным. Сотрудники участка, выступавшие в качестве экскурсоводов, отметили интерес и живой отклик будущих специалистов, своих потенциальных коллег. Ребята проявляют интерес. Вот сейчас на данный момент у меня тоже 2 человека с техникум, только 4-й курс на практике находятся. Интересная работа, конечно. Есть такие ребята, которые вообще как губка впитывают, которым действительно эта профессия нравится. И я стараюсь тоже помочь, чем могу. Экскурсия получилась информационно насыщенной и весьма познавательной, однако вовсе не утомила. К тому же гости основательно подкрепились в столовой горнодобывающего комплекса. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В городской администрации Нерюнгри на совещании обсудили исполнение полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Итогом стало решение о проведении совместных рейдов с представителями департамента ветеринарии и сотрудников полиции. Присутствие органов правопорядка вызвано в первую очередь тем, что во время проведения отлова бывают случаи агрессивного отношения граждан. Иногда применяют и физическую силу в отношении подрядчиков и наносят вред имуществу. Напомним, что отловленные животные будут стерилизованы, вакцинированы и выпущены обратно в город. Согласно правил содержания животных на территории Республики Саха-Якутия, все владельцы домашних животных в обязательном порядке должны соблюдать правила выгула домашних животных. То есть выводить собаку в сопровождении хозяина с поводком, с ошейником. Все животные должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в ветеринарных учреждениях и иметь прививку против бешенства. Собак и кошек в Ленске вакцинируют от бешенства. Ветеринарная служба будет работать в усиленном режиме, чтобы привить как можно больше домашних животных. Подробности в сюжете Светланы Балеевой. Второй день вакцинации собак и кошек проходит в Ленской городской ветеринарии весьма оживленно. Перед прививочным кабинетом образовалась даже очередь. Кошки на руках своих хозяев тревожились, а вот Фиби была спокойна. Ей первой и было решено поставить вакцину. Животное мужчины приблудное. Дети принесли с улицы в прошлом году. Она у нас прибилась к нам на участок в младенческом возрасте.
Вот дети стали с ней играть, и когда осень наступила, мы ее взяли себе. Ну, это было 2 года назад. С тех пор вот завели на нее паспорт, привели, ну, когда подобрали, сразу привели ее в ветеринарию, обработали, витамины прокололи, все, проглистогонили. И теперь вот на ежегодную, на вакцинацию, на витаминизацию приводим сюда. Считанные секунды и готово. Кошка даже не почувствовала укола. Роман считает, что прививать животное нужно обязательно. Мы живем в частном доме, и как бы она все равно убегает, общается с уличными животными. И как бы необходимо следить за здоровьем. Ну, люди напрасно, может быть, думают, что животные есть животные, они не болеют, они и болеют. И могут переносчиками стать всякой заразы. Закончив прививать семейство кошачьих, настала очередь собак. Ветеринарам предстояло вакцинировать собаку, охранявшую территорию лечебницы. Для уличных собак вакцина еще более важна. Без вакцины владельцы не смогут вывести свое животное из пределов республики. Это еще одна причина привить животное. Вакцинация от бешенства должна быть проведена минимум за 20 дней до... То есть с момента вакцинации должно пройти 20 дней, это минимум, но не больше 1 года для транспортировки. Ну, бешенство, как бы это особо опасное заболевание, опасное для животных и человека, передается от животных к человеку. Традиционно считается, что передается через укус. К сожалению, сегодня вакцинировать своих животных владельцы не особо торопятся, ведь врачи напоминают, что эта процедура важна. Тем, кто еще не сделал прививку от бешенства своему питомцу, можно еще успеть это сделать в городской ветеринарной службе в любой рабочий и даже выходной день. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Этот год в Нерюнгринском районе, как и во всей Якутии, объявлен Годом матери. В планах более 100 мероприятий и акций. Какую еще работу ведут, расскажет Ирина Кичигина. К инициативе поддержать женщин в этом году присоединились и промышленные предприятия, и здравоохранение, и социальные службы, и, конечно, учреждения образования и культуры. Только Управлением культуры в рамках Года матери запланировано 135 мероприятий. Из них 124 пройдут в поселениях, остальные в городе. Уже родились и реализуются уникальные проекты, такие как, например, «Нескучные истории с нескучными людьми». Этот проект включает в себя телепередачи с мамами из национальных общин, которые рассказывают о том, какие семейные ценности, материнские ценности и традиции есть в этой семье. Эти передачи уже отсняты, но будут выходить они на протяжении всего года и приурочены к национальным праздникам этих общин. И параллельно на культурных площадках нашего города и в библиотеках, и в домах искусств будут подготовлены национальные выставки для того, чтобы показать традиции, быт и нравы. Также женские общественные организации с удовольствием включаются в реализацию любых мероприятий, направленных на поддержку материнства. Так, Совет женщин Нерюнгринского района и Матери России приняли участие в работе 2-го Дальневосточного форума женщин и 15-го съезда женщин Якутии. Роль женщины как матери в обществе трудно переоценить, поэтому и муниципальное образование, и поселения делают все, чтобы возвысить статус женщины-мамы и поддержать ее на всех уровнях. Нерюнгринская районная администрация совместно с рядом социальных учреждений на текущий момент прорабатывается меры поддержки нуждающимся в этой помощи семьям. И вообще стоит отметить, что в этом году будет уделено большое внимание, приложены максимальные силы для того, чтобы наши мамы и дети чувствовали себя защищенными и счастливыми. Защита материнства и детства, поддержка тех, кто в этом нуждается, стоят в приоритете как районных властей, так и на уровне республики. Айсен Николаев назвал счастье матерей важнейшей ценностью и нравственной опорой для успешного развития общества. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. И последнее. Якутский колледж культуры и искусств, старейшее учебное заведение в сфере культуры, готовит юбилейный концерт. Он пройдет 19 марта. Колледж должен был широко отметить 85 лет со дня основания в январе, но из-за пандемии праздник пришлось перенести. История колледжа ведет свое начало с 19 января 1937 года. Тогда был подписан указ Народного комиссариата просвещения Якутской АССР о реорганизации 8-месячной областной советско-партийной школы в Якутскую двухгодичную школу «Культ просвет работников».
В настоящее время Якутский колледж культуры и искусств является главной кузницей кадров для районов республики. Особенность вообще этого концерта в том, что очень много студентов, массовый концерт такой будет, и обязательно участие педагогов будет. В нескольких номерах у нас принимают сами педагоги в нескольких блоках. Мы собрали 20 лучших номеров. Это номера и новые, и хорошо забытые старые. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.